Мира и добра. Ежегодно 15 февраля все республики на постсоветском пространстве отмечают это памятное событие. 15 февраля 1989 года начался вывод советских войск с территории Афганистана. Ровно 35 лет нас отделяет от того памятного дня, когда последний солдат покинул территорию Афганистана, где 9 лет и 51 день исполняли интернациональный долг простые советские парни. Эта война коснулась многих наших семей, друзей и товарищей. Меня зовут Сукачев Ян, я обучающийся школы номер 16 8 Г класса, курсант военно-патриотического клуба «Морской пехотинец». Сегодня мне удостоилась честь взять интервью у ветерана афганской войны Вакуленко Алексея Алексеевича. Здравствуйте, Алексей Алексеевич, скажите, пожалуйста, где вы получили повестку в армию и как вы отнеслись к этому событию? Ну, повестку я получил здесь, в Темиртау. Отнесся, как говорится, нормально. С честью. Что в то время призывали многих ребят, все служили. Вот, и к этому относились, конечно, скажем так, с чувством, с толком, с расстановкой. Вот, поэтому отнесся нормально. Армия есть армия, пришлось служить. Понятно. Следующий вопрос. А как вы провели свой первый день службы в Афганистане? Я сейчас даже не вспомню, как первый раз я призвался и попал сначала в Чарджоу, это Туркмения, там пробыл курс молодого бойца. Пару раз сходил в наряды, потом нас, некоторых людей, отправили пройти дополнительную медкомиссию. Мы прошли медкомиссию в местном медсанбате. Вот, и нас отправили на самолете, и мы приземлились в Кабуле. Вот, и когда мы приземлились в городе Кабул, на аэродроме, мы, конечно, испугались, своего рода вышли, а рядом стоят дембеля. Если вспомните фрагмент фильм «Девятая рота», вот что-то похожее было, только это было в Кабуле. Тоже дембеля садились улетать домой, а нас построили, и мы колонной пошли в свои части, где нас потом уже распределяли. Вот приблизительно так вот произошел мой первый день. Понятно. А что вам больше всего запомнилось с вашей службы? Может, какие-то истории есть? Очень запоминающийся мне в память врезалось, это когда я находился в карауле и стоял на посту и провожал, просто когда в свое время выходили первые 6 полков, мы махали им рукой, мы знали, что эти ребята уходят домой. Вот это врезалось в память. И всегда мне в памяти останется, это когда мы провожаем с печалью и с горестью, это черный тюльпан. Потому что я служил, как говорю, охранял Кабульский аэродром, и приходилось часто его провожать взглядом с печалью, с горестью о том, что ребята в гробах уходят домой. Вот, в принципе, вот так. А как вы общались с родственниками? Ведь раньше не было сотовой связи. Писал письма маме, сестре. Они у меня здесь живут. Точнее, жили сейчас, они живут в России. Вот, и только письма. А ждали ли вы от них писем? Конечно, каждый день ждал. А какие у вас были чувства, когда вы вернулись домой после службы? Чувство радости, что маму увидел. На тот момент у меня сестра уже уехала в Россию, а я вернулся из Караганды на такси. Сначала мы из Кабула вылетели в Ташкент. Из Ташкента на самолете я прилетел в Караганду. Было уже поздновато, и я на такси приехал в Темиртау, и подъезжая к своему родному дому, вот я увидел, что в окнах горит свет, значит, мама дома. И я постучался в двери, услышал родной голос. Кто там? Говорю, мама, это я. И вот всякий раз, когда я это рассказываю, у меня накатывает ком в горло, потому что это так волнительно. Это просто замечательно. Конечно, я очень был рад, что я вернулся, и мама дождалась меня из армии. Какое у вас пожелание к молодому поколению? Ну, прежде всего, любить Родину, какая бы она ни была, защищать ее.
вот, стремиться к тому, чтобы научиться многому. Сейчас у вас возможностей очень много. Вот. Быть добрыми, отзывчивыми, смелыми. Действительно защищать стариков, молодежь, женщин. Всего самого наилучшего, хорошего. И в преддвериях, скажем так, нашего юбилейного этого праздника, 35-летия вывода советских войск из Республики Афганистан, хочу пожелать своим сослуживцам, всем ребятам, кто служил в Афганистане, пожелать крепкого здоровья, всего самого наилучшего, семейного благополучия, поблагодарить наших активных ребят, прежде всего нашего председателя, нашего объединения Серика Саганаевича и нашего секретаря Светлану Викторовну. Спасибо им большое за то, что они есть, нас собирают, нас объединяют. Спасибо большое. С праздником!